Дворец детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой работает вместе с детским издательством «Кескиль» уже многие-многие годы. И мы рады тому, что то славное сотрудничество двух очень ярких женщин, работавших во благо детей республики, как Фаина Иннокентьевна Авдеева, Нина Иннокентьевна Протопопова, очень много они сделали вместе в тандеме. И мы рады тому, что вот эти традиции продолжаются. И так же, как и в советские годы, так и сейчас у нас и детское издательство «Кескиль», и самые крупные учреждения дополнительного образования детей республики продолжают это сотрудничество. И надо сказать, что это сотрудничество не носит, скажем, какой-то характер того, чтобы что-то обрывалось или что-то менялось. Напротив, мы видим продолжение этих традиций. Я сама, так как давно работаю в дополнительном образовании, имела счастье сотрудничать вместе с Ниной Иннокентьевной Протопоповой, как республиканское учреждение дополнительного образования. И мы видим, что вот эта линия, она продолжается. И отрадно то, что сейчас во дворце, в нашем медиа-центре, занимается 154 ребенка. И благодаря сотрудникам детского издательства «Кескиль» они как раз-таки получают все те актуальные знания, навыки, компетенции, которые сейчас востребованы в современной журналистике. И ребята подготовили очень интересные актуальные сюжеты и из жизни города, и из жизни республики, активно освещают и наши мероприятия. И таким образом они входят, скажем, вот в тот ритм очень интенсивный, открытый, для того, чтобы у нас нововведения во благо жизни якутян происходили. И вот это все ребята из первых уст узнают, как и от политических деятелей, от деятелей народного хозяйства, скажем так, и в том числе и освещают также то, чем живут, чем интересуются наши новые поколения. А новое поколение якутян, конечно же, не отстают от того, что сейчас происходит в глобальном мире, и поэтому детей очень интересует и видеоблогинг, и интернет-технологии. И мы видим, что наряду с тем, что есть печатные издательства, вот как газеты, журналы, ребята, конечно, очень интересуются созданием контента виртуального, интернет-контента. И отрадно то, что благодаря вот такой активной позиции нашего детского издательства и интереса наших маленьких горожан создается такой контент, который, я думаю, вот, очень позитивный, имеет высокую воспитательную ценность. И так как интернет-пространство, оно очень разное, я думаю, что очень полезно то, что у нас как раз благодаря вот таким совместным действиям мы интернет-пространство заполняем двуязычным, очень насыщенным, содержательным и актуальным контентом. Я бы хотела отметить, что газета стала как-то ярче, и тематика становится все более такая близкая детям. То есть здесь речь идет о том, что современные дети сами готовят материалы не только о природе Якутии, допустим, да, или об истории Якутии, но и о своей повседневной жизни. И вот таким образом эта газета становится более близкой и понятной разным возрастным категориям детей. И я сама тоже покупаю вот, детские журналы «Чуранчик», «Колокольчик» для своего ребенка и вижу, что очень много интересного познавательного содержания, развивающего содержания на двух языках. И я считаю, что это очень полезно и дает такое более полное представление для ребенка о том, где он живет, что интересного здесь есть и какое место он сам занимает у нас и в городе, и в республике. Надеюсь, что вот такое сотрудничество будет продолжаться, и благодаря поддержке республики, Министерства связи и инноваций мы будем развивать этот детский медиа-центр.